Трагедия произошла вчера ночью в этом частном домовладении. По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям республики, система вытяжки газового водонагревателя в ванной комнате была неисправна. Дети 6 и 9 лет, надышавшись угарным газом, потеряли сознание. Спустя какое-то время их нашел родной брат. Пострадавших незамедлительно доставили в детскую республиканскую клиническую больницу, но спасти детей врачи не смогли. Они скончались по прибытии. На месте происшествия работали следователи, криминалисты и дежурная служба «Газпром Межрегион-Газ Назрань». Специалисты провели комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. В рамках уголовного дела следователями и следователями-криминалистами произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели, проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Еще одна трагедия произошла в селении Нестеровское, но уже 9 февраля. Около 8 часов утра в дежурную смену Главного управления МЧС по республике поступило сообщение о том, что произошло возгорание частного дома по улице Красина. Пожарные незамедлительно отреагировали на звонок. По сигналу тревога было направлено 2 автоцистерны, 8 человек. При тушении пожара было установлено, что на месте пожара обнаружен труп жителя сельского поселения Нестеровского 40-го года рождения. Предварительная причина пожара усматривается короткое замыкание. По назначению судебной экспертизы будет установлена точная причина пожара, принято процессуальное решение. Чаще всего виной утечки газа является газовая колонка. Несмотря на то, что свою основную задачу – нагреть и подать воду она выполняет, газовый прибор может быть неисправен и каждый день представлять огромную опасность. Его теплообменник – это проточная емкость для нагрева воды. И из-за постоянного воздействия разницы температур происходит износ проводящих труб. Как следствие, появляются прорывы. Человек, находясь в закрытом пространстве, попросту не поймет, что происходит утечка, пока не начнет терять сознание от угара. Если человек наткнулся, если человек лежит признаками отравления, в первую очередь необходимо сделать так, чтобы приток воздуха был, это открыть окна, двери. Также необходимо вывести человека. Человек, который наткнулся и выводит, ему необходимо также приложить тряпку, пролоток, намочить, чтобы также не остался в сознании, не потеряв, уже зайдя. Приложить, и человеку необходимо вывести на свежий воздух, расстегнуть тесную одежду. Если он в сознание, дать теплое питье, это чай, либо теплую воду, и, конечно же, вызвать скорую помощь. Если человек без сознания, ему необходимо проверить ротовую часть именно на посторонние предметы и сделать искусственное дыхание и растирание тела в районе сердца, спины, вот такие мероприятия. И также уложив его, приподняв ноги. Если у человека начинается рвота, необходимо повернуть голову, чтобы человек не захлебнулся именно уже сам от себя. Чтобы избежать или хотя бы минимизировать подобные трагедии, сотрудники МЧС по Ингушетии на постоянной основе проводят профилактическую работу с гражданами. За истекший период 2025 года на территории Республики Ингушетия проведено более 30 профилактических мероприятий. Туда входит как профилактический визит, туда входят подворовые обходы с охватом граждан более 500 человек. Более 17 мероприятий проводились уже именно в жилом секторе. Также на этих обходах на сегодняшний день, за истекший период 2025 года, установлено 21 автономных пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей. Также при выезде, опять же, создается группа. В группу входит Всероссийское добровольное пожарное общество, это представители газовой службы, Россетей, также надзор пожарный, представители администрации. При обходе каждый по своей уже профессиональной деятельности, линии рассказывают, объясняют меры безопасности. Соблюдение, казалось бы, самых элементарных правил безопасности может предотвратить чрезвычайные ситуации, а порой и спасти жизни. Мадина Цора, Мавлад Гирия Хильгов, Магаз 24.